Всем привет! Телепроект «Мы вам покажем» сегодня находится в гостях у основателя Дома творчества Арт Краузе, у Снежаны Краузе. Здравствуйте, Снежана. Здравствуйте. Ну, раз уж вы основатель, да, Дома творчества, я думаю, человек вы очень креативный. Есть такое? Есть такое. Есть такое. То есть сегодня мы будем что-то делать интересное. Я больше чем уверена. Рассказывайте. Очень приятно, что вы пришли ко мне в гости. Я хочу сегодня показать вам, как можно создать куколку, в которую можно вложить разные значения. Она может быть просто побаловаться, да, сделать какой-то персонаж, возможно, из мультика, из кинофильма. А также можно провести такой мастер-класс в виде арт-терапии. Я думаю, что мы можем приступать потихонечку. Давайте мы сегодня сразу будем использовать с вами проволоку флористическую. Я взяла ее покрепче. Она бывает такая мягкая совсем, но желательно, чтобы она была крепче, для того, чтобы форма вот тела держалась. Сейчас покажу вам, как ее нужно скручивать. Складываем проволоку пополам. Сдавливаем ее здесь. Это будет основание нашей шеи. Проворачиваем разочек и вытаскиваем в сторону для того, чтобы загнуть ручку нашей куколки. Ну, то есть здесь пропорции важны или не обязательно? Вы делаете все на глаз, но вы же представляете тело человека, да, какое оно. Ручки чуть покороче, ножки чуть подлиннее, да, есть шея, есть туловище. Прокручиваем немножко нашу шею, чтобы она была тонкая, лебединая. Так, и с другой стороны той же длины делаем ручку. Ну, стараемся делать той же, да. Так как у нас две руки, делаем вторую, да. И выворачиваем вот за плечо, получается. Это наши плечики выйдут. За плечо проворачиваем и выводим в центр, да? Почему у вас ножка такая короткая получилась? А потому что, видимо, я вот эту часть оставила. Одну и ту же ножку, в одну и ту же ручку делаете, получается. Так, заново так, можно? Вот, да, можно. Все, вот оставили в таком положении. Теперь вот эту ручку заводим вот сюда. Вторым уже хвостиком, да? Так, вот эта ножка будет у нас. Все понятно. Да. А теперь, подождите, здесь выводим сюда, сбоку. Да. То есть из двух усиков делаем ручки и ножки. И ножки, да. Все. Ну тут, в принципе, наверное, можно и в произвольной форме. Главное, чтобы идея была. Главное, чтобы была, да, видна, что это тело. Тело, да. Можно также ручки тут подкрутить, чтобы они сильно не были толстыми, да? Ну, плюсы флористической проволоки, что она такая податливая. Податливая, да. Если она очень мягкая, допустим, если вы с детишками хотите сделать такую куколку, то можно сделать проволоку помягче. И вот у нас уже с вами получился такой человечек. У вас получился? Ну, почти, да, только короткие ручки, ну да ладно. И туловище прокручиваем, да? Но зато у меня будет длинноногая красавица будет, да, видимо? И длинная шея будет. Да, и длинная шея. Для головы мы будем использовать такие деревянные бусинки. Поэтому здесь мы еще подожмем, чтобы у нас вставлялась бусинка сюда. Мы будем ее приклеивать на горячий клей. Чтобы зафиксировать наше тело и сделать его красивым, мы используем с вами нитки мулине. У меня здесь номер 875 я подобрала. В любом швейном магазине или творческом можно будет приобрести. Выбирайте цвет, который вам нравится. Хотите афроамериканку, берите коричневый. Если вам нужно сделать Халка, берете зеленый. Хорошо, ну. Так, надо было нагреть немножко пистолет. Так, а вообще, Снежан, вот подобные куколки, может, сейчас многие подумают, что это некая кукла Вуду, все дела, да? Но, с другой стороны, ведь сейчас очень модно стало дарить подарки. Если раньше это были домовята, да, со значением, чтобы для дома, оберег там и так далее. Сейчас же можно сделать и такую куколку со значением. И подарить там, если заложить сюда счастье, любовь, что-нибудь заговорить, проговорить. Сделать свой ритуал. Когда вы будете наматывать вот сейчас мулине для того, чтобы создавать каркас дальше тела, вы можете вкладывать сюда свои пожелания, мечты какие-то. Можете охарактеризовать эту куколку, о чем она мечтает, как у нее все получается. И тогда ваша куколка будет приносить человеку то, что вы будете туда вкладывать, пока накручиваете на нее. То есть можно вот сейчас себе, если для себя любимо делаешь, чтобы вот эта куколка, это типа я, да? Успешная, там красивая, вот так вот приговаривая, да? Встретить свою любовь можно вот так.
наладить карьерный рост, да, да, там. рост, да. А детишки, наверное, могут загадывать желания какие-то, да? Да, можно сделать, кстати, себе такую фею, которая будет оберегать, да. Это можно использовать как оберег. Смотрите, когда мы намотали вокруг шеи, мы спускаемся на грудь. А здесь надо прям до конца головку вот эту, или пусть чуть-чуть? Нет, можно оставить, потому что мы сюда бусинку так наденем, и она будет, да, незаметно. Так. Накручивать можно тоже в произвольной, да, форме? Да, и смотрите по толщине, сколько вам нужно туда накрутить. Хотите, чтобы она была изящной, накручиваете мало. Используйте нитки муляные. Хотите, чтобы она была поплотнее, делаем вязальными какой-нибудь пряжей, да, лесного цвета. И наматываем, получается, вот так. Сначала с одной стороны, потом крест-накрест, вот, ну, с другой стороны, чтобы у нас получилось плечо второе. Такой увлекательный процесс и достаточно легкий. И самое главное здесь есть право на ошибку, да? То есть да, можно... конечно, можно раскрутить ее, заново подкрутить. Очень такой медитативный процесс, на самом деле. И несложный. И несложный. Дети справятся, самые, ну, малыши, наверное, лет с 5 точно, вот, которые усидчивые, они точно смогут это сделать. Переходим на ручки. Переходим на ручки, да, до конца доводим. И здесь, чтобы ниточка не распускалась, нам нужен с вами будет горячий пистолет. И мы этот горячий пистолет будем на краешек нашей ручки капать. Ой, только... Зафиксировать надо, да? Да. Осторожно используем его. Снежана, как давно вы увлеклись вот творчеством и почему вот решили создать творческую студию? Дом творчества я создала буквально недавно, можно сказать. Я почти год не развивала его, потому что у меня были немножко другие задачи. И вот сейчас пришло время, когда хочется развивать больше творческие направления в детях, для женщин, потому что ну, у нас время сейчас такое, когда вроде сложно, да, со СВО там, и вот как стресс, да, у людей стресс, и вот. Сейчас время стресса, то есть, да, у людей, и творчество, оно все-таки релаксирует, да? Да, расслабляет, помогает выйти из этого состояния. И, например, людям, которые никогда не занимались ничем творческим, попробовать с нуля что-то сделать, и у них действительно что-то получается, очень удивительно выходит. Эмоции, да, получают Эмоции новые? Получают новые они, да. Вот. Сейчас на Новый год будет классно таких куколок сделать в виде украшений на елку, например. Да, кстати, можно добавить перья, блески, стразы, да? Да, вот сегодня мы будем ее украшать как раз перьями и такими блестящими лепестками. А сейчас, между прочим, столько всего вот этого интересного, да, в магазинах. Просто было бы желание, главное, да? Найти время. Это самое сложное в творческом процессе. И очень хорошо, что у нас в городе девочки не боятся и создают свои творческие мастерские, приглашают на мастер-классы. Всегда можно прийти и что-то новое для себя попробовать. Как только мы закончили с руками, мы переходим дальше к туловищу. Возле туловища, когда мы докручиваем до ножек, нам нужно сделать вот такие движения крестообразные, да, между каждой ножкой, вот так вот. Опять крест-накрест, да? Сейчас мы еще не нашли. Да. А эта техника как-то называется или нет? Имеет какое-то название? Ну, вообще это же кукольница. Кукольница создает какой-то, вот как лепка, да, есть кукол, или там текстильная кукола, то у этих куколок такого прям прямого названия нет. Куколки измуленные, можно их так обозвать. То есть кто во что гораст.
А вы с детства были творческим человеком или вот появился потом этот талант? Это пришло со временем. Раньше сильно не было же никаких таких рукодельных кружков. Но я помню, в школе нас учили шить игрушки, вышивать крестиком и по-моему, рисовать, и все. Больше никаких таких творческих направлений я не помню из детства. На трудах мы шили, по-моему, девочки. Смотрите, здесь мы можем сделать такую петельку для нашей ножки в конце, да, чтобы получилась стопа как будто бы. Мы нитку вообще не отрезаем, да? Мы вообще возвращаемся. Не отрезаем, да, до конца ей просто все будем наматывать. Потом мы поменяем нитку для того, чтобы делать одежду. Ну, топики, шортики, штанишки, туфельки. Тут такой же принцип, как на руках, когда мы доходим до края, делаем капельку и закрепляем, клеим нитку. И возвращаемся потом обратно наверх. Иногда ниточка у вас вот сворачивается, все время скручивается, да, и такая тонкая-тонкая становится, и бывает ей неудобно крутить. Ее пальчиками просто раскручиваете обратно, и вот если вы пользуетесь мулине, то раскрутив ее, она становится шире, и тогда площадь захвата вот покрытия проволоки становится больше. И так у вас куколка будет тоньше намотана и будет выглядеть изящнее. Но мне нравятся тонкие куколки. У меня девочки, когда в октябре получили от меня подарок куколок таких, мы проходили вместе курс один, и мне хотелось каждой из них подарить их прототип. Девочку, да, внутреннего ребенка, потому что мы там проходили темы такие психологические, и каждая откликнулась потом по отзывам, если почитать, это было так приятно, так трогательно. И по этим куколкам можно делать подбор цвета. Допустим, мы сегодня сделаем определенные какие-то цвета, да, я тут подготовила серебряные наряды, золотистые, и я хочу очень сделать черную куколку. Вот эти вот штучки я использовала в канцелярском магазине, купила шишечку, новогоднюю игрушку. И ее распотрошили. И просто ее, разобрала, и такие мелкие лепесточки, и это будет очень здорово. Такое ощущение, что моя куколка уже готова, как будто бы. Что надо сделать еще? Все, так мы тут закрепляем где-нибудь в серединке, да, на клей, и обрезаем нашу ниточку. Ну, то есть это можно подумать, что это же не только как бы увлечение ради, да, сделать такую куколку, то можно подойти вот именно с точки зрения психологии, философии, да, и туда какое-то значение вложить, да? Да. Я подобрала каждой девочке, по ее имени цвета, которые несла определенная куколка для каждой. И потом просто рассказала, расшифровала эти значения цветов. И как оказалось, девочки очень любили эти цвета в своем гардеробе, в аксессуарах, и они его уже использовали активно, но не понимали, почему им нравится, да. А на самом деле цвет играет огромное значение, да? Ну да, это может помогать. Например, вот вы носите украшения. Украшения тоже, допустим, кольца. На определенном пальце, если носите, оно значит какое-то одно значение, на другом другое, да. И можно таким образом даже свою судьбу менять. Так, сейчас нам надо приклеить голову этой бусинки, да. Просто так, да? Попробуйте сначала вдеть, если нет, да. Не вдевается еще. Тогда сужаем. И наносим также клей и насаживаем туда бусинку. Очень туго, но может залезть. Нам же не надо сильно, да, ее? Да, нам не надо. Главное, чтобы она держалась. Так. Хочется снова добавить клея. Волосы я предлагаю сделать из шерсти. У меня она будет сегодня блондинка.
Так, шерсть мы не режем ножницами, нам нужно ее просто оторвать руками. Ну вот примерно такой кусочек, да? Так много у него? Или это не все для волос? Можем посмотреть, если это будет много, то мы можем уменьшить, конечно. Я обычно шевелюру вот так прикладываю и думаю, так, она у меня длинноволосая или нет. В этот раз хочется сделать поменьше волос. Длинноволосая, густоволосая, да, это все по настроению. По настроению, как вам нравится. Так. И приклеиваем шерсть на клей горячий. А эту шерсть тоже надо покупать в магазинах? Да, она есть в творческих магазинах везде. И прическу здесь уже накручиваете, как у вас вообще фантазия там играет. Да, можно сделать какие-то шишечки, косички, хвостики. То есть прическа куколки — это отдельная история, да? Это отдельная история, вы можете часами сидеть, накручивать. Только вот с горячим клеем тут нужно будет поаккуратнее, когда на шерсть он нападает, но как бы у вас нет второго шанса исправить. Да. То есть либо где-то лысина будет, либо где-то очень много. Нет, вам нужно будет потом нагреть это место феном, и тогда клей можно будет удалить лишний. А так он становится таким белесым и немножко так неопрятно выглядит там на волосах. То есть, чтобы сделать шишечки, нужно что-то крутануть. Крутануть, да. И просто завернуть, как вот ребенку волосы заплетаете себе. Вот. Можно пока оставить ее без прически, просто вот зафиксировали слегка и продолжить делать ей наряд. Но когда у нее уже есть голова, есть волосы, да, приблизительно, что мы хотим сделать. Кстати, в волосы можно добавлять проволоку тонкую. Она обычно используется в бисероплетении, в украшениях. Типа лес? Нет, проволока тонкая для украшений, да. И тогда можно вообще такие финты выкручивать разные интересные. А для одежды мы будем использовать другой цвет мулине. Вы выберите, какой вам сейчас нравится. Наверное, тут надо определиться, будет у вас красное платье, серебряное, или вы захотите это все смешать, и тогда купальник мы сейчас намотаем того цвета, который будет у вас в основе лежать. Казалось бы, вроде такой процесс больше относится, к детскому возрасту. На самом деле, если здесь заморочиться, товарищи, здесь можно провести и не день, и не два за этим процессом, да? Потому что действительно можно сделать много чего интересного, да? Да. Наматывать одежду мы начинаем, как вам удобно. Либо вы стали ее накручиваете, да, фиксируете вот здесь тоже клеем. Либо начинаете с груди, когда вы крест-накрест накручивали мулине в таком формате. Здесь выбираем, я когда-то делала ниндзя, тоже с черным мулине, это было очень прикольно выглядело. Наверное, фотографий, к сожалению, у меня не осталось, чтобы показать, но сейчас объясню. Я тут накручивала до конца, до ручек, длинные рукава делала. И на лице, получается, были уже не волосы, а я тоже мулине накручивала и оставляла вот здесь такое место для того, чтобы глазки нарисовать. То есть не обязательно использовать шерсть для волос. Можно также использовать те же мулине, то есть когда вот мы вначале же подгибали вот эту вот шею, мы вот здесь в серединку закладываем какой-нибудь мулине полностью целиком, и поджимаем его здесь и просовываем через бусинку, получается. И тогда у нас волосы будут из той же нитки. Вот так, да? Да, это если не хотите что-то долго искать где-то, да, в каких-то специальных магазинах. Из своих волос можно взять волосы тоже. Но нежелательно, наверное, да? Это все-таки дорого. Дорого, да. Да. Здесь, смотрите, можете делать водолазку, тогда на шею заходим, да, и прокручиваем до того момента, как вам нравится. И потом, когда спускаемся опять к ручкам, я вот хочу сделать ей длинный рукав, чтобы она была такая изящная.
Можно накручивать мулине, когда вы уже формируете какой-то дизайн одежды, на одно плечо, там, сделать один рук. Ой, как красиво! Та-дам! Да, здорово. Заморочилась. Сначала сплела косички, потом сделала шишечки. Очень здорово получилось. Угу. Так, а вот эти цветочки мы используем в качестве чего? Если... А мы будем делать юбочки из них. Можно сделать вот так, приклеить юбочки, можно сделать крылышки из этих лепесточков. Угу. Все, что у вас придумает ваша фантазия. Да. Я художник, я так вижу. Самое главное правило, да, здесь? Можно, кстати, из этих куколок сделать брошки. То есть елочная игрушка — это лишь один вариант. Да, да. Так, докручиваем до конца и делаем, да, в виде купальника. Вот так вот на ножки можем спуститься, чтобы у нее, может быть, шортики как будто бы появились там, да, панталончики. Да. И я из той же нитки также наматываю им туфельки. То есть как вот мы ножки накручивали, да, только начинаю снизу, или это могут быть сапожки, да, до колена, или ботфорты, как угодно. То есть при наматывании можно перескакивать через какие-то, да? Да, вот здесь я, например, сейчас сделала ей панталончики в виде шортиков. Заканчиваю, вывожу все время на туловище. Заканчивать желательно в тех местах, где у нас более объемное, да, что-то. Нога же худее, чем талия. Поэтому, чтобы пропорционально выглядит. Ну, знаете, дорогие друзья, если захотите делать куколку, мне кажется, самое главное вначале сделать правильный каркас. Ну, соблюдая какие-то пропорции. А иначе потом накрутишь, и что-то будет... Ножка уже выровнялась? Выровнялась. Вот, замечательно. Крест-накрест, например, и оставить голую вот стопу вот снизу, например, чтобы видно была ножка цвета тела, да? Так, сейчас нам нужно будет украсить ее в какой-нибудь такой блестящий наряд. Серебро, да, будет? Да. Ага, можно поближе что-то поставить. И, наверное, взять лучше одиночные такие лепесточки и по кругу ей создать такую юбочку или крылышки, может быть, да? И все приклеиваем на горячий клей. Это уже... Все, здесь начинается фантазия. Клей можно наносить как на лепесточки, так и на саму куколку, как удобнее будет делать. Но вот по принципу скраббукинга, если смотреть, то лучше наносить на маленькую деталь клей. Так. Вот, я хочу своей девочке еще попробовать примерить крылышки. Насколько это будет интересно выглядеть. Черный ангел, да? Ух ты. Это очень похоже на куколок, как вот, которые без лица-то, как их безликие куклы-то очень модные. Тильды? Да, тильды какие-то, да? Снежки еще же есть куколки. Вот, ой. Большеголовые. То есть, чем карикатур не будет, тем даже, по-моему, лучше. Да. Не обязательно здесь, чтобы все было идеально, да? Творчество ведь оно тем и прекрасно, что можно создавать то, как ты чувствуешь. Любимая фраза «я художник, я так вижу». Так, мне хочется добавить вот этих крылышек. Надо как-то аккуратненько их зафиксировать. Я всегда, вот мы когда ездим на подобные мастер-классы, всегда удивляюсь, как раньше люди жили без... Без уроков. Вот, нет, без вот этого клея. Это же вообще что-то, находка просто. Горячий клей. Есть такое, да. У меня есть задумка организовать конкурс для рукодельниц. Может, по TLC когда-то видели, когда они приходят в мастерскую, и у них там много-много разных материалов.
им дают задание, и они бегут, выбирают там за определенное количество времени, что они будут использовать в своем проекте. А потом из них выбирают лучшего. Но сейчас у нас мастериц вообще огромное количество в Якутске. Да, я думаю, на такой конкурс отзовутся многие. Будет интересно, наверное, девочкам. Так. Итак, творческий процесс, конечно, Снежаной нас увлек. И вот таким образом появилось две красавицы. Обратите внимание, у Снежаны один вариант куколки, у меня совершенно другой. Не знаю, почему я сделала такую, хотя по натуре мне ближе вот что-то такое в темном цвете. Почему-то вот повело меня в сторону нежных, таких няшных моментов, а у Снежаны все с чувством, со вкусом, с толком, с расстановкой. А у меня вот прям на нежность потянуло. Непонятно почему. Единственное, чего мне не хватает, это глаз. Глаз. Да. Добавляем глазики. Ну, это может быть не конечный вариант, это можно улучшать до такой степени, пока вот вы не скажете «все, хватит». Можно добавлять цветочки, как Даша добавила, плести косы, рисовать лицо, там глаза красивые делать, широкие, там со зрачками, с ресничками, да. А можно просто точки так поставить и на этом завершить. А это же типа модно, да, сейчас вот Да. такие, когда просто две точки. Еще можно делать румяна. Вот заметила, да, мы делаем это не кисточкой, я делаю это шпажечкой. Мне удобнее, когда ворс не лохматится, и тогда получается более четко. Получилось? Получилось. 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 Так, Всё. ну что? Осталось придумать, кому подарить. Оставлю себе еще чего. Здесь, Маленькая девочка, да? да, здесь вся моя душа, здесь мое максимальное творчество. И я думаю, на новогодней елке, да даже просто в рабочем кабинете, подвесив ее куда-то, можно будет вспоминать, а самое главное вспоминать те чувства, с которыми ты готовил эту куколку. И, соответственно, она будет таким неким напоминанием о том прекрасном процессе вдохновения творческом, Да, и создание. и создании. Снежана, спасибо большое за прекрасный мастер-класс. Мы желаем вам, конечно же, творческого вдохновения и побольше таких вот гениальных идей. Спасибо большое. Но мы не прощаемся с вами, мы увидимся. Творите, ищите себя в разных направлениях творчества, потому что это действительно окрыляет.